Первый состав Общественной палаты Республики Саха-Якутия сформирован в апреле 2011 года. Закон Республики Саха-Якутия об Общественной палате 14 апреля 2001 года подписал глава республики Егор Афанасьевич Борисов. Перед членами нового консультативно-совещательного органа были поставлены четкие задачи: осуществлять взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления в целях защиты их прав и свобод при формировании и реализации государственной политики, а также в целях общественного контроля за деятельностью органов власти. 10 лет пролетели, можно сказать, незаметно. Но тем не менее, меня согревают воспоминания десятилетней давности, когда мы стояли в начале пути и еще только думали, планировали, даже где-то, может быть, фантазировали о том, какой будет наша общественная палата. Там были представлены и люди науки, искусства, предприниматели в том числе. И вот эти 15 человек из списка главы потом уже объявляли конкурс, на который все общественные организации республики могли подать заявку, участвовать в этом конкурсе и также своего представителя иметь в дальнейшем в составе Общественной палаты. Состав палаты летом 2011 года был полностью сформирован. Это было 30 прекрасных людей из разных отраслей, так скажем, деятельности. Очень разные люди, которых объединила вот эта площадка Общественной палаты, которая позволила нам, во-первых, донести проблемы тех отраслей, которые мы представляли. Я желаю коллегам, членам Общественной палаты республики, во-первых, поздравляю с 10-летним юбилеем. Это ваша первая, наша с вами первая круглая дата. И я желаю дальнейших успехов, желаю развития, динамичного развития, новых направлений деятельности, новых ярких лидеров в составе палаты. С юбилеем! Второй состав, он характерен тем, что действительно в эти годы, продолжая лучшие традиции, которые были заложены первым составом, практически была упорядочена вся нормативно-правовая база, принят закон об общественной палате, и согласно, практически принятых нормативных актов у нас, в том числе и правительство нашей республики, были сформированы общественные советы во всех муниципальных образованиях, созданы общественные советы при исполнительных органах государственной власти нашей республики, то есть общественность получила право принимать участие во всей деятельности органов исполнительной власти, и организовать общественный контроль. Говоря о тех задачах, которые стояли перед вторым составом, хочется сказать о том, что действительно были упорядочены проведение всех общественных форумов. У нас форумы начали проводить регулярно и на уровне республики, и на уровне муниципальных образований. Очень активизировалось обсуждение злободневных вопросов на площадках Общественной палаты. Все резонансные выступления, начиная с газохимического завода, практически в ходе работы второго состава мы практически добились создания аппарата Общественной палаты, уже начали функционировать в полном составе, добились выделения помещений, то помещение, в котором сегодня работает наша Общественная палата. Но это я тоже хочу сказать, достижение наших коллег. И хотелось бы сказать о том, что добились повышения финансирования, и в результате этого сегодня Общественная палата полноценно работает. Третий состав Общественной палаты Республики Саха-Якутия внес большую лепту в дальнейшее развитие гражданского общества Республики Саха-Якутия. Мы большое внимание уделяли проектной деятельности по контролю Общественной палаты Республики Саха-Якутия, органов исполнительной власти Республики Саха-Якутия, дальше развитие общественных советов, муниципальных образований Республики Саха-Якутия. Наш проект «Мои идеи Дальнему Востоку» собрал более 200 предложений для подготовки национальной программы развития Дальнего Востока. Я благодарен всем членам Общественной палаты третьего состава за нашу совместную
общую работу во благо развития гражданского общества Республики Саха-Якутия и Российской Федерации. Самые активные члены Общественной палаты третьего состава вновь избраны на 4-й состав Общественной палаты Республики Саха-Якутия, такие как Валентина Ивановна Кириллина, Николай Дмитриевич Бугаев, Лена Павловна Ефремова, Николай Андреевич Бармыгин, Наталья Альбертовна Хренко. Вот такие самые активные члены Общественной палаты. Они уже будут работать в новом составе. Я поздравляю 4-й состав Общественной палаты Республики Саха-Якутия и пожелаю им успешной деятельности. Уважаемые коллеги, прошли 10 лет незаметно. Но мне сегодня хотелось бы вспомнить о тех, кто тогда начинал работу в Общественной палате. Это Василий Николаевич Иванов и Светлана Ефимовна Николаева. Тогда Светлана Ефимовна была секретарем, и она внесла огромный вклад для того, чтобы все документы, все нормативы для Общественной палаты были сделаны. А за прошедшие 10 лет, конечно же, менялись новые составы. В этом году работает 4-й состав. Ну и хотелось бы сказать о том, что эти 10 лет действительно были годами становления и развития нашей Общественной палаты. И хотелось бы высказать уверенность, что наша палата в дальнейшем будет также признана общественностью нашей республики и будет решать многие-многие социальные и экономические проблемы для того, чтобы улучшилась жизнь якутян. И хотелось бы сегодня сказать и о том, что за эти 10 лет очень много людей обращались в нашу общественную палату и, конечно же, получали всегда ту поддержку, ту помощь, которая была необходима. Я желаю всем вам, чтобы также вы были преданы общественной деятельности и чтобы эта работа всегда приводила к успехам, к итогам во благо жителей нашей республики. В этом году Общественная палата с февраля месяца начали подготовку к выборам в Государственную Думу Российской Федерации, и уже мы подготовили более 2500 человек для того, чтобы они были на избирательных участках. Наши наблюдатели были во всех избирательных участках нашей республики и также работали в Центре общественного наблюдения, который располагался у нас в городе Якутске по улице Курашова. Все избирательные участки были с видеонаблюдением, а с некоторых онлайн-передача шла в Центр общественного наблюдения. Я хотел бы сказать большое спасибо всем тем наблюдателям, которые работали на местах, и тем, которые работали в Центре общественного наблюдения. Сейчас мы работаем над тем, чтобы наши наблюдатели работали не только на федеральных выборах, но и на местных выборах, региональных выборах. И более того, чтобы у нас был Центр общественного наблюдения, где видеосигнал приходил бы из каждого избирательного участка. Над этим мы, конечно, будем работать. Дорогие коллеги, разрешите вас поздравить со знаменательной датой, с десятилетием создания Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Общественная палата Республики Саха-Якутия является одной из ведущих региональных общественных палат Дальневосточного федерального округа. Общественная палата Республики Саха-Якутия выступила с инициативой создания Совета общественных палат дальневосточников. Нами была выдвинута инициатива о реализации проекта «Мои идеи Дальнего Востока», которая легла в основу формирования программы социально-экономического развития Дальнего Востока. Кроме того, Общественная палата Республики Саха-Якутия является инициатором проведения социальной акции «Якутия. Заленский мост». Читающая семья, читающая нация. Джакутская город Джекерген Бихиге, Якутск колыбель семьи. Живое наследие Якутии.
и много значимых социальных проектов, которые мы реализовали совместно с муниципальными образованиями нашей республики. Общественная палата Российской Федерации совместно с Общественной палатой Республики Саха-Якутия выступила с инициативой проведения круглого стола по информационной безопасности детей и родителей в сети интернет, что легло в резолюцию органам исполнительной власти Российской Федерации, Роскомнадзора и другим заинтересованным сторонам. Кроме того, Общественная палата реализует проекты, направленные на поддержку и укрепление института семьи, поддержку детства, поддержку патриотического воспитания, поддержку и развитие Дальнего Востока и Арктики. Основной миссией Общественной палаты Российской Федерации является консолидация усилий власти и общества для улучшения благополучия граждан.